Коми республиканская филармония получила новый концертный рояль. Черного красавца стоимостью примерно в 5,5 миллионов рублей доставили еще на прошлой неделе. Сегодня представитель фирмы-производителя Stanway & Sons провел мастер-класс по настройке музыкального инструмента. Евгений Ракин поздравил сотрудников учреждения культуры с ценным приобретением. Владимир Списивцев с гордостью демонстрирует новый рояль. Главный настройщик фирмы-производителя специально прибыл из Москвы, чтобы собрать инструмент и научить коллег правильно с ним обращаться. Stanway – это аналог Страдивари, только среди роялей. Вот. Ну а звучание разное. Там наверху, как звучание флейты, там, ну, везде по-разному. Причем мы можем менять, то есть исполнитель, пианист, музыкант, когда играет, и у него какие-то свои представления, он может как-то изменить по-своему окраску звучания. Достичь фантастического звучания позволяет высококачественный материал. К примеру, крышка сделана из американского тополя, рама из дуба. А для деки используется ель из Аляски. Интересная справка. Рояль состоит из 12 тысяч деталей, и на их сборку уходит целый год. Корпус королевского рояля выполнен из 20 склеенных цельных 7-метровых пластов отборного горного клена. Вся работа выполнена практически вручную. С помощью машин лишь проделаны отверстия в чугунной раме и установлены колки для струн. Далеко не каждый театр в республике может похвастать даже концертным роялем. Но музыкальный инструмент такого высокого уровня в Коми появился впервые. Переговоры с единственным поставщиком в России велись 12 лет. Никак не получалось найти деньги. И все же мечта стала реальностью. В этом году правительство республики выделило на приобретение инструмента 5,5 миллионов рублей. Кстати, выбрать лучше для нашей филармонии помог ее большой друг, виртуоз-пианист Даниил Крамер. Из нескольких роялей он выбрал этот самый. Ну, они вообще, фирма такая, что там плохих-то не бывает. Бывают просто какие-то чуть лучше, чуть хуже. Вот он выбрал вот этот рояль. Но его еще надо год разыгрывать, чтобы он зазвучал по-настоящему с полной силой. И хотя инструмент еще не готов, процедура настройки занимает целый день. Вот сотрудники филармонии теперь сами проверяют качество игры. Я вот сейчас даже чуть-чуть поиграла, по механике чувствуется, что чуть-чуть буквально палец меняешь, ну чуть-чуть вот, и он сразу реагирует. Причем он как бы выносит хорошую сторону, наверное, вот так. А вот тут все-таки рояль, к нему надо было очень сильно приноравливаться. Вот к этому я даже не знаю, вот если как бы хороший пианист поет, ему даже вопросов не будет сел, и можно играть уже просто. Прежний рояль Артур Форстер прослужил верой и правдой четверть века и до своего преемника считался лучшим в республике. Времена меняются, говорят работники культуры. Когда-то он был для нас неплохим, но годы растут, уровень тоже. Эти Крамер раньше не приезжали. Не приезжали вот на это. А сейчас требования возросли. Вот. Ну и это веление как времени. Судьба старого рояля уже предрешена. Он отправится в ссылку в Заполярье. Там его примет музыкальный колледж. А первый концерт с использованием именитого новичка жители и гости столицы Коми смогут посмотреть не раньше осени. Директор филармонии планирует пригласить для презентации рояля выдающегося пианиста мира Дениса Мацуева. Евгений Ракин, Игорь Данилов, телеканал Юрган, Сыктывкар.